Продолжается и массовая вакцинация от коронавируса. Для этого в Ингушетии открыты несколько пунктов. Процедура проходит в 2 этапа – бесплатно и добровольно. Не рисковать своим и здоровьем окружающих призывают врачи. В силе остаются и ограничительные меры, особенно в местах массового скопления людей. Как соблюдают их на торговых точках Назрани, расскажет наш корреспондент. Торговые точки Назрани. Первый пункт нашего рейда – торговый центр, известный как «Синее здание». На прилегающей территории многолюдно, и никто из посетителей магазина о режиме повышенной готовности в условиях эпидситуации, похоже, не слышал. Дистанцию не соблюдают, маски не надевают. Такая же картина и внутри здания. Равнодушие это или протест, неважно. Плохо то, что ежедневно в результате несоблюдения элементарных правил безопасности в больницы поступают по полсотни человек. У многих осложнения. Нарушают поручения главы региона и сами продавцы. Сотрудники магазинов должны носить маски. Да, но я только что сняла, видите, повесила. Затем мы отправились к магазину известной торговой сети «Магнит». Персонал здесь оживился после появления нашей съемочной группы. При виде нас женщина, сидевшая на кассе, решила спешно покинуть свое рабочее место и скрылась в служебном помещении. А к нам вышел директор магазина. У вас сотрудница только что прошла без маски. А вы кто? Мы с НТРК Ингушетии. Камеру отключите, наша пресс-компания не давала вам разрешения снимать. Пресс-компания? Камеру выключайте. Мы нарушаем какие-то права? Да. Какие же? Но меня вы не имеете права снимать. Запрет на фото и видеосъемку сотрудников магазина во время работы законом не предусмотрен. В силу части 4 статьи 29 Конституции России каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. В целом в магазине соблюдены все правила защиты от коронавируса. На территории здания есть вывески с напоминанием об угрозе инфекции. Возле входа есть антисептики. Определены разметки на полу. Вот только продавцы и посетители не соблюдают масочный режим. Эпидситуация. Нет, не слышали, да? Телевизор не смотрите? Смотрим, да. Ну, смотрите, но слышали то, что в маске надо ходить? Конечно, обязательно. Да, почему-то сегодня без маски. Я не успел сегодня маски. Просто вы также можете заразить других людей, не только себя. Ну, это, брат, это всех маска, это всех, это Аллаху. Если коронавирус будет, без маски, то и заходит будет коронавирус. Следующий магазин специализируется на бытовой и цифровой технике. С мерами противодействия коронавирусной инфекции все в порядке. Касательно мер, которые мы принимаем по противодействию коронавируса, это в первую очередь вакцинация сотрудников. Более 80% сотрудников уже провакцинированы, и, соответственно, некоторые из них уже за счет своей вакцины могут обойтись и без масок, но, тем не менее, это является обязательным и, соответственно, соблюдается всеми сотрудниками. Что касается посетителей, при многочисленных предупреждениях, тем не менее, они умудряются без масок заходить, и не обслуживать их у нас тоже как бы с учетом региональной особенности не получается. И в первую очередь это уже вопрос касательно личной ответственности каждого посетителя. Но вот опять посетители не соблюдают масочный режим. Но в любом случае маска действительно с 1 июня присутствует. Масочный режим. Следует отметить, что к мерам против ковида, да и к собственному здоровью более ответственно подходит взрослая часть населения. Они входят в зону риска, а тем, кто помладше, видимо, безразлично здоровье пожилых людей. А вы сами не боитесь заболеть? Боятся-то, конечно, все боятся. Но по мере возможности лор-луксу. А маску не любят? Маску чул, подзмая, кажется. Вецлан, отигачер, арлан, дятикаш, значит, вот жвецлан, айрайр, да, цакяр, таец, значит, значит, пыштицын, аяка, маска, айрайр, шоуджи маска. Маска, юанцы, солилы. А маски, маски, самых, короче, и поясу, маски, солилы. По поручению Махмуда Али Калиматова по территории республики проводятся рейдовые мероприятия с Роспотребнадзором. В случае, если предприниматели не будут соблюдать меры безопасности, озвученные главой региона, то торговые точки закроют. Это крайняя мера, но только так можно остановить очередную волну инфекции. Зелимхан Калоев, Адам Гулоев, Акрамат Насхоев, Новости 24.